Создание музыкального сопровождения для фильма – это сложный и многоступенчатый процесс. В данном случае музыка записывается с участием профессионалов, причем в живом исполнении. Далее получившийся материал сводится и обрабатывается с помощью специальной программы. На данный момент у нас идет запись народных инструментов. Мы по техническому заданию, то есть смотрим фрагменты фильма, записываем разные отрезки. То есть в зависимости от того, какой кадр, какая картина. То есть идет такой творческий процесс. Приглашаем разных музыкантов. Это инструменталисты, вокалисты, исполнители горлового пения. Также у нас один из основных музыкантов Шоран Салчак. Также используем и фоновую музыку, современную электронную. То есть где-то в каких-то моментах, где можно создать атмосферу, фон. В процессе задействована у нас наша известная певица, народная артистка, заслуженная артистка Российской Федерации Айдосма Кушкандей. Также у нас задействованы студенты колледжа. Музыка не просто заполняет паузы между диалогами, а становится душой фильма, подчеркивая его основные темы и усиливая визуальный ряд. Здесь имеет значение каждая нота. Музыка способна передавать эмоции, усиливать напряжение или же наоборот смягчать драматические моменты. В полнометражном художественном фильме «Повесть о светлом мальчике» музыка разделена на 3 блока. Первый блок – это у нас народная музыка, то есть народная песня. Одну мы выбрали, это будет нашим лейтмотивом фильма. То есть вот, так как фильм он отчасти во многом этнографический, то мы не можем уже отказаться, то есть, вот, от народных песен. Вот. Второй блок – это у нас авторская музыка, то есть вот наши музыканты, они уже непосредственно музыку пишут, то есть к фильму. Они, то есть по тех заданию работают, то есть ну, смотрят, допустим, фильм, кадры, сцены, то есть мы им ставим задачу, допустим, вот здесь 40-секундный отрезок. И третий блок – это у нас музыка, так называемая, такая атмосферная, то есть это может быть там просто какие-то наигрыши на одном инструменте, там небольшие импровизации, там или соло, или просто, то есть как бы одна нота. И плюс еще у нас есть 2 трека. Актеры пели на съемочной площадке. Неудивительно, что команда так тщательно работает над созданием звукового ландшафта, ведь именно это способно перенести аудиторию в другое пространство и время. К тому же музыкальные темы часто становятся символами, вызывая в памяти сцены, связанные с ними. Режиссер-постановщик Виталий Петров рассказывает, что съемки, а также монтаж фильма завершен. Идет работа, то есть параллельно по покраске фильма, то есть по саунд-дизайну. И вот саунд-дизайн у нас делается в Москве, покраска фильма в Москве. В Питер мы будем материалы отдавать на клинап. Вот, монтаж мы завершали вот в Новосибирске недавно, вот, а здесь в Кызыле мы пишем музыку. Правильно подобранная музыка делает сцены запоминающимися, придавая им дополнительную значимость. А использование народных инструментов придаст особую самобытность. Одним из основных партнеров проекта является Школа креативных индустрий. В данном фильме принимает участие как сорежиссер наш педагог студии фото-видеопроизводства Рулан Оржак. Основная команда, конечно же, с участием привлеченных специалистов, но в качестве помощников, волонтеров выступали наши выпускники, ученики Школы креативных индустрий, сотрудники Школы креативных индустрий. И, конечно же, все это при поддержке нашего основного учредителя Министерства культуры Республики Тыва. Этот фильм снимается таким особым трепетом. И когда происходит такой процесс, здесь, даже вот на нашей базе, каждый день приходят, когда разные музыканты, актеры, специалисты нашей культуры, здесь очень даже чувствуется такая динамика, вот вообще развития нашей культуры.
Напомню, что проект по созданию кинокартины стал возможным благодаря президентскому фонду культурных инициатив. Премьера фильма запланирована на 11 октября, в день добровольного вхождения Тувы в состав СССР. Айра Садбатырбазан и Азамат Очур, телеканал Тува-24.